Здравствуйте, меня зовут Егор. Большое спасибо ведущим вашей группы у нас на сайте. Я вам изменю порядка небольшой анализ. К сожалению, вы не угадали, как вас зовут, поэтому я буду обращаться к вам так. Смотрите, у вас на правильном пальце есть такие вертикальные линии. Это говорит о физической, эмоциональной, душевной, внутренней усталости, грусти, депрессии, хандрии. Почему она образовывается? Ну, когда человек ставит перед собой свои задачи и не всегда их достигает. Также такие линии говорят о том, что нужно повысить ваш гормональный фон, потому что гормональный сбой, гормональный дисбаланс может привести к самым разным проблемам с вашим здоровьем. Вот я вижу у вас прямой большой палец. Это говорит, что вы можете отстаивать свою точку зрения в жизни, как правило, стабильны, но все-таки в личных отношениях нужно быть более терпеливым человеком, учиться уступать, идти на компромиссы. Вы можете сказать, я иду на компромиссы, я уступаю. Да, я с этим не спорю, но все-таки вам идти на компромиссы бывает очень и очень тяжело, непросто. Поэтому учитесь договариваться, учитесь уступать. Нужно проявлять больше терпеливости, учиться идти на компромиссы, не позволять себе выходить из себя без повода и без избегать также упрямства. Хотя прямой большой палец дает еще хорошие качества. Человек более стабильный, ищет стабильность в жизни, твердо стоит на ногах. Но если вы правы, вам тяжело начинать уступать и идти на уступку. Смотрите, у вас личные фаланги хорошо развиты. Это говорит, что материальные ценности для вас важны. То есть
когда вы стоите твердо на ногах, это дает вам ощущение стабильности, уверенности в середине. Но приятствуйте медленно, реально, со временем у человека может наблюдаться замедление обмена веществ, метаболизма. Это может приводить к набору лишнего веса, массы, поэтому заставляете себя делать не то, что хочется, а то, что нужно. Меньше ленитесь и пытаетесь больше себя самоограничивать, заниматься самодисциплиной. Давайте посмотрим на вашу линию судьбы. Она начинается с хармонии. Это говорит о том, что время от времени вам хорошо бы менять обстановку, а то дома работа, так и до Неволинской сцены недалеко. А вот съездите в отпуск, смените обстановку, и депрессия, хандра, уныние пройдут. Также я бы вам посоветовал все-таки по возможности работать мужскому коллективу. Хотя если вы работаете в женском коллективе, будьте внимательны. Могут возникнуть приятные козни. Также такая линия судьбы говорит о вашей внутреннем желании поменять место жительства. Смотрите, уважаемый, скажите, пожалуйста, у вас 25 лет. Были приятели, связанные с недвижимостью. Расскажите, пожалуйста, просто у вас в этом месте есть треугольник. У вас как бы решение ума и жизни вместе. Нужно вам стремиться к большей независимости, больше верить в себя, проявлять большую решительность. А то этими сомнениями вы можете сидеть себя только хочет. Нужно меньше думать, кто что подумает, кто что скажет. Никто не подумает, никто ничего не скажет. Вот почитайте. Меньше осторожности, осмотрительности. Вы поймите, важно ваше мнение, а не мнение других. Поэтому
Имейте свое мнение, окружайте себя позитивом, игнорируйте чужие мнения, повысьте уверенность в себе, принимайте свои собственные решения, сосредоточьтесь на достижении поставленной цели, будьте более независимым. По вашей руке можно еще много очень чего сказать, но вы задавали вопрос по поводу работы. Я у вас вижу очень хороший знак, что возможно повышение по работе, укрепление финансовой стабильности. Тут еще много чего можно сказать. Прокомментируйте мои выводы. Удачи!